То, что говорил Ахмад ибн Таймия. Сейчас же есть люди, которые следуют за Ахмадом ибн Таймия, мы знаем. И мы их тоже считаем братьями. Если нас считают братьями. Моя позиция такая. Если нас считают братьями, мы тоже считаем братьями. Почему? Основываясь на хадис посланника Аллаха, алейхиссалям, имеется в виду от противоположного. Тот, кто не считает другого мусульманином, а тот является на данном случае мусульманином, то это возвращается к нему. Вынося такфир мусульманину, он становится сам кафиром. В таком положении имею в виду. А пока такфира нету, пока все живут, признают, салам, друг за другом молятся, конечно же, все мы братья. И это наставление тоже, которое сегодня было, это для всех, чтобы вы знали историю. Если человек свою историю не знает, он как лист на ветру. Сегодня одно покажут, туда пойдет, завтра другой туда пойдет. История, она закрепляет, она становится толчком для развития нации, исламской нации, этапом новым, точкой опоры. Так вот, Ахмад ибн Таймия, он очень хорошо отзывался. Это тоже в его книге написано. Про Абдул-Кадира Джилани, шейха кадарийского тариката. Он очень хорошо высказывался о Джунайде. Джунайд, шейх суфийский, его называют господин суфиев, Джунайд. И Ахмад ибн Таймия говорил, что путь, который идет Джунайд, это истинный путь. Путь праведников, любимцев Аллаха. Он восхвалял Абдул-Кадира Джилани, восхвалял аскет, любимец Аллаха, праведник. Это делал Ибн Таймия. Восхваляя суфизм, он говорил, что суфизм это основа праведности. Самыми лестными, хорошими словами говорил, писал. В книгах Ибн Таймия это есть. Это тоже в наше время не трудно найти это. Если не верите, можете тоже найти. Это не трудная вещь. Тарикат Абдул-Кадира Джилани и других устазов Джунайда, он не дошел до нас в измененном состоянии. Там невозможно просто так одно изменить, другое передать. Это не бытовая схема, не хукуматские междусобойчики. Это религия. Религия Аллаха. И поэтому мы это должны знать, что тарикат Абдул-Кадира Джилани дошел до Сайфуллах Кади, дальше до Хасана Афанди и дальше до Ахмада Афанди. Без изменений. Тот же самый Накшбандийский или Шазалийский. Там изменений нету. Но как если там и тогда изменений нету, так почему тогда обвиняют последователей Ахлю Тасаввуф в заблуждении или каких-то грехах? Но это же несправедливо. Если идеологи, основоположники направления сами говорят, сами в своих книгах говорят об истинности тасаввуфа, что это треть ислама, что люди, которые идут по тарикату, следуя шариату, любимцы Аллаха, говорит Ибн Таймия. У меня вопрос. Тех, кто следует за Ибн Таймией, вы куда смотрите? Это же простой вопрос. Ну, посмотрите тогда, если до этого не смотрели.